В Сыктывкаре приступили к разбору бывшего пединститута. Старый корпус КГПИ знаком каждому жителю столицы Коми. Более 80 лет в этом учебном заведении высшее образование получали тысячи студентов со всех уголков республики. На его месте построят новое здание, но оно сохранит свое предназначение. Александр Карепин о том, как по камушку разбирают исторический символ столицы республики. Это не просто старый корпус пединститута в исторической части столицы Коми. Это настоящий символ Сыктывкара. Каменное здание построили еще в 30-х годах прошлого века по проекту архитектора Минина. Интересен стиль, в котором его выполнили – постконструктивизм, или как его еще называют, советское ар-деко. Под влиянием политических и идеологических факторов именно в тот период происходил переход от конструктивизма к сталинскому ампиру. Сохранился сам стиль неоклассицизма, характерный 30-х годов прошлого века, и он будет передан, воссоздан, но уже использованием новых современных материалов. В годы Великой Отечественной войны с 41 по 44 именно в здании нашего пединститута размещался эвакуированный коллектив Петрозаводского университета. Эти стены помнят многое. Как студенты со страхом шли на экзамены, а после едва ли не прыгали от счастья, радостные с зачеткой в руках. Как будущие педагоги постигали основы будущей деятельности. На протяжении всего времени здесь шел образовательный процесс. Так здесь было до 2016 года, пока очередное обследование конструкции не подтвердило, что дальнейшее пребывание в здании людей небезопасно. Студенты обучались здесь вплоть до 2016 года. В том же году здание признали аварийным с износом фундамента и несущих стен в 80%. В настоящее время рабочие разбирают окна, снимают батареи и другие внутренние коммуникации. Планируется, что работы будут проводиться даже в зимний период. Хоть проект и называется реконструкцией, здания все же разбирают до последнего камня. Ремонт в привычном понимании нецелесообразен, да и просто невозможен. После того, как все работы будут закончены, на этом месте будет построен новый учебный корпус. Он предстанет перед жителями и гостями Сыктывкара в виде обновленной, улучшенной версии прежнего пединститута. Общественность настаивала на том, чтобы архитектурный облик нового здания был узнаваем. И благодаря работе архитекторов удалось, в общем-то, добиться того, что многие, которые, например, не помнят точно, как выглядит старое здание пединститута, глядя на новый проект, задают вопрос, а что же, собственно говоря, изменилось. И все же изменится многое. Площадь увеличит в 2 раза, здание вырастет до 7 этажей. Запланировано 16 учебных аудиторий, спортивные и актовые залы, библиотека и творческие мастерские. В новом здании сделают все для того, чтобы в нем смогли перемещаться и люди с ограниченными возможностями. Высшее образование должно быть максимально доступным. Реконструкция здания, если все пойдет по плану, должна завершиться до 2024 года. Александр Карепин, Никита Чернов, Артем Соколов, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.